Доброе утро, дорогая республика! На календаре 21 октября, четверг. Вы смотрите «Утро Якутии» на телеканалах «Якутия-24» и НВК «Саха». И это утро четверга встречаю с вами я, Дарья Анкехова. И сегодня из нашего эфира мы узнаем, есть ли шанс у киберспорта стать олимпийским видом спорта и какое участие могут принять в нем якутские спортсмены. Также обязательно узнаем сегодня историю государевых ямщиков, живших в Табаге. Наш косметолог сегодня даст полезные советы по уходу за кожей. Ну и, конечно, у нас ждет очень много интересных новостей и сюжетов. И, как всегда, начинаем наш эфир мы с рассказа о погоде. В центральных районах температура воздуха на 6 часов утра была на отметке минус 13, минус 1 градус. В заречной группе районов 13 градусов холода. В южных районах 3-2 градуса со знаком минус. В Вилюйской группе минус 3, минус 2. В Нижнеленских 8-5 мороза. В западных районах 0 градусов. В Колымо-Индигирской группе улусов минус 26, минус 15. В Янских районах 30-16 ниже 0. На северо-западе минус 9, минус 4. В Якутске температура воздуха на 6 часов утра была на отметке минус 9 градусов. Атмосферное давление 750 миллиметров ртутного столба. Ветер северо-западный 2 метра в секунду. Сегодня днем ожидается небольшой снег. Ветер юго-западный 3,8 метров в секунду. Температура воздуха ожидается до минус 2 градусов. Погода продолжает радовать всех жителей нашей столицы, и меня в том числе. Действительно, минус 2, 0 градусов – это прекрасная погода для этого времени года. Ну а мы, дорогие друзья, работаем в прямом эфире. А это значит, что у вас есть возможность принять участие в нем. Для этого вы можете отправить свои поздравления, свои, возможно, пожелания всей нашей республике. Ведь нас смотрят практически вся территория. Поэтому отправляйте свои сообщения на номер телефона, который вы видите прямо сейчас на экране. Также у нас есть активная инстаграм-страница. Туда вы можете отправлять свои фотографии, видео на протяжении всех суток, не обязательно в течение этого эфира. Можете задать свои вопросы или, возможно, вас интересуют какие-то определенные темы. Мы обязательно вам ответим. Перебраться через реку на пароме можно будет до конца октября. Но уже сейчас свои услуги по перевозке пассажиров предлагают судна на воздушных подушках. Увеличилась ли стоимость проезда в этом году? Об этом знает наш новостной обозреватель Сергей Михедов. Якутия, доброе утро. Здравствуйте, коллеги. Сейчас блок новостей. Поездки из Якутска в Нижний Бестях на Хивусах станут дороже. Об этом рассказали предприниматели, которые занимаются перевозкой пассажиров. Между двумя берегами реки Лены перевозками занимаются как суда на воздушных подушках, так и паромы. На Даркалахе будут курсировать 12 паромов до 25 октября, а после их количество сократится до 2. Они продолжат ходить по мере заполняемости. Хивус уже ездят с 203-го микрорайона. Перевозкой занимается Лена Транс. Для удобства жителей и гостей столицы оборудовано специальное сооружение под зал ожидания. Частники же ездят с территории городского пляжа. Стоимость проезда 1000 рублей. С 7 часов, часов до 6. Ездите туда-сюда по наполняемости или Да, как? по наполняемости. На сегодня сколько стоит тариф? 1000 рублей. И вот сейчас в межсезонье вообще спрос есть или нет? Или сейчас Конечно, как-то так? Спрос есть, людей много ездит. А сколько транспорта? Так, ну там еще участники есть. Но у нас сколько? Раз, два, три, четыре, пять, 6 транспорта. Лена Транс. А тут поездка как-то зависит от погодных условий? Там дождь, снег или Нет, что-то? ничего не зависит. Продолжается завоз сена в районы, в том числе из других регионов Дальнего Востока. До Нового года в хозяйство Якутии должны доставить около 30 тысяч тонн грубых кормов. В основном сено перевозят в Усть-Алданские, Тампонские районы и в ряд наслегов Чурапчинского улуса. На сегодня первые рейсы уже осуществили аграрии Чурапчинского и Усть-Алданского районов. На местах рабочие группы составили акты о весе.
На сегодняшний момент завезли около 250 тонн, около 700 тонн, в том числе извне региона. И большую часть перевозки планируем закончить до конца года с ориентиром уже на установление зимников. В дальневосточных регионах сейчас очень большие вопросы по африканской чуме свиней. Очень большую работу провел Департамент ветеринарии Республики Саха-Якутия. И, в принципе, эти вопросы сейчас решаются. С отдельными регионами есть еще определенные проблемы, но вот с Забайкальем мы уже активно сено перевозим. Якутские режиссеры Дмитрий Давыдов и Степан Бурнашов привезли на родину долгожданную статуэтку 37-го Варшавского кинофестиваля. Заслуженную награду и 2 спецприза от жюри фестиваля и премию «Нетпак» режиссеры получили за киноальманах «Ит». Помимо якутского фильма, в финале фестиваля отсмотрели еще 15 картин из разных стран, от Мексики до Австралии. Фильм «Ит» в Варшаве показали 4 раза. Фестиваль относится к высокой категории А, так что участие в международном мероприятии – большой успех для Якутии. Мы впервые участвуем на фестивале такого уровня А-класса, и получается волновались, что вообще поймут ли нас фильм, но к нашему удивлению был ажиотаж, аншлаги, и очень много зрителей приходили, и они еще приходили за счет того, что слышали друг от друга фильмы. И у нас в основном были зрители именно с Варшавы, польские. Даже приезжали из других городов, смотрели, благодарили, поздравляли. В общем, было здорово, и мы очень хорошо приняли в первый раз на этом фестивале, но приехали с призами. Спасибо большое, Сергей. Сегодня исполнилось 180 лет со дня рождения знаменитого изобретателя Альфреда Нобеля. Не желая, чтобы его запомнили лишь как торговца смертью, Нобель является изобретателем динамита, Альфред Нобель составил завещание, которое гласило: «Все мое движимое и недвижимое имущество должно быть обращено моими душеприказчиками в ликвидные ценности, и собранный таким образом капитал должен быть помещен в надежный банк. Доходы от вложения должны принадлежать фонду, который будет ежегодно распределять их в виде премий тем, кто в течение предыдущего года принес наибольшую пользу человечеству». Именно так появилась Нобелевская премия. Чем еще в истории отметился этот день, узнаем прямо сейчас. На календаре 21 октября. Сегодня отмечается Международный день кредитных союзов. По народному календарю в этот день отмечается память 2 святых – Трифона Вятского и Пелагеи Антиохийской. В 1520 году Магеллан открыл пролив, названный впоследствии Магеллановым. В 1805 году произошло Трафальгарское сражение – историческое морское сражение между английскими и франко-испанскими морскими силами. Произошло 21 октября 1805 года у мыса Трафальгар на Атлантическом побережье Испании около города Кадис. Битва стала главным морским противостоянием XIX века. В 1997 году учреждена литературная премия Александра Солженицына. Учредитель премии – Русский общественный фонд Александра Солженицына. Премия присуждается ежегодно за произведения в прозе, поэзии, драматургии, литературной критике и литературоведении. В этот день родились Сэмюэль Колеридж, английский поэт-романтик, критик и философ; Альфред Нобель, шведский химик, инженер, изобретатель динамита, учредитель премии; Евгений Шварц, советский писатель и драматург; Михаил Шура-Бура, советский и российский ученый, патриарх отечественного программирования; Никита Михалков, советский и российский актер, режиссер, сценарист и продюсер, общественный деятель; Биньямин Нетаньяху, израильский государственный и политический деятель; Андрей Гейм, советский, нидерландский и британский физик, нобелевский лауреат. Именины в этот день отмечают Василий, Виктор, Владимир, Дмитрий, Елизавета, Иван, Мария, Надежда, Николай, Павел, Пахом, Пелагея, Петр, Серафим, Таисия, Татьяна и Трифон.
Одной из самых ярких новостей последнего времени стала достаточно такая глобальная победа российской команды по компьютерной игре Dota 2. Ведь они стали чемпионами мира. Название команды победителей Team Spirit. Она состоит из 5 игроков, чей возраст составляет от 18 до 23 лет, а их тренеру всего 28 лет. Помимо почета и уважения, команда получила большой денежный приз – $40 миллионов. Неплохой стимул для развития спорта. Как обстоят дела с киберспортом в нашей республике и есть ли у нас перспективы развития, узнаем сегодня в беседе с нашими гостями. Знакомьтесь, рядом со мной Степан Антонов, он является тренером команды 72C по игре Counter-Strike, и Александр Павлов, он является заместителем руководителя по медиа-киберспортивной организации «База номер 1 72C». Доброе утро. Доброе утро. Ну, ребята, расскажите вообще ваши эмоции, когда узнали про победу команды на чемпионате мира, и вообще, насколько это важно для якутского киберспорта? Это просто нереальное что-то произошло, потому что в Team Spirit никто особо не верил, на самом деле. Есть там несколько людей, и все-таки не 40 миллионов, а 18 они выиграли. Вот так Призовой вот, да? фонд сам по себе 40 был, типа. Вот 18 это именно за первое место. Team Spirit выиграли, это была темная лошадка. Это ребята молодые, да, победа их. Значит, для СНГ просто какой-то нереальный буст, как сказать, трамплин такой для киберспорта в принципе, потому что это ребята, которые играют 1,5-2 года всего лишь. Всего лишь? И они все, всех мотивируют уже начать играть в доту, либо в КС, потому что Россия выиграла. Выиграла. Такого не было ни разу, да, в истории? Нет, именно российская организация такого не было, да. До этого было самый первый интернешнл, который проводился у нас в 2012 году, выиграла СНГ команда Нави, это украинская организация, там были русские игроки довольно сборная много. была Да, такая. сборная солянка такая была именно украинцев и российских игроков. А сейчас там есть парочка украинцев, конечно, но все же ребятам от 18 до 24 лет, как бы сказали, да, все верно. Тренеру их 28, Айрату Сайлент, его как раз таки зовут. Есть один игрок, очень сильно отличающийся, это Торонто Токи, как раз таки, который из Тывы. Поэтому можно сказать, что и у республики нашей есть огромные шансы. Увидя это все от мала до велика, все дети, все, кто даже не знаком с киберспортом, по-любому сейчас зайдут в Google и напишут «играть Dota 2». Типа, почему? Потому что $18 миллионов. Сами представьте, какая это сумма просто невероятная. Тем более человек из Тувы, это ближе к нам, как-никак к Якутии. То есть у нас есть шанс, да, у нас тоже есть показать. шансы, да. Ребят, вообще киберспорт развивается в Якутии, это уже не первый год. Раньше, по-моему, было намного больше, да, увлеченных людей, или раньше у нас было площадок больше для занятия этим? Как сказать, все-таки площадок больше или нет? Раньше больше... Как сказать? Нет, не было больше. Сейчас точно играет намного больше людей. Именно, может быть, в профессиональном плане чуточку отличается это все. Сейчас мы проводили «База 1». Сперва развивался как компьютерный клуб с уклоном в киберспорт. У нас был буткемп, получается, где игроки заявляли о себе, что они очень хороши, выигрывали парочку турниров от нас и могли спокойно сидеть у нас, играть целыми днями, тренироваться. Сейчас, тем более, у вообще игроков больше возможностей, потому что появились компьютеры, телефоны, даже на телефонах сейчас играют. Есть дисциплина киберспортивная PUBG Mobile, и в Якутске она очень распространена. То есть не обязательно даже иметь профессиональный компьютер. В принципе, начать именно спортивное, да, участие в этом можно с помощью мобильного телефона, да? Если у вас хороший телефон, то уже можно, да. И тем более сейчас со временем у нас уменьшается пинг, получается, это пакеты, передающиеся через интернет до сервера, и он все время становится ниже. У нас он всегда отличался тем, что он огромный, и у нас практически дилей, как это говорится на русском языке для людей, которые не понимают. Миллисекунды. Да. Получается количество секунд. Миллисекунд. Миллисекунд именно до того, как произойдет действие какое-нибудь. Действие. Да, получается в Москве это 5
И там моментально практически это происходит, а у нас практически с задержкой в 1 секунду это может происходить, типа даже сейчас на самом деле, если играть на европейских серверах. Вот так вот. То есть Да. миллисекунды здесь тоже важны. Прям нереально важно. Нереально. Это самое важное. Это самое важное, да? Ребят, но а вообще вы сами лично как давно увлеченно занимаетесь вот именно игрой в компьютерные игры? И в какой момент вы стали понимать, что это не просто хобби и такое, знаете, времяпрепровождение, а что это может перерасти в достаточно серьезное увлечение? Я, допустим, лет 5 назад узнал, что можно добиться каких-нибудь высот. По моей игре я сам играю Counter-Strike. в Counter-Strike Global Offensive. Это, я на протяжении 3 лет сам был игроком как раз-таки нашей организации база 1 минус 72C, минус 72 градуса. И, я считаю, что А как вы решили, вот сразу прям стали конкретно играть, чтобы добиться результатов именно как в спортивном, Ну, с чего да? ты начинал вообще? я-то начинал еще вообще с далекого 11-го года. Для меня это уже далекий 11-й год. Тогда была еще другая версия игры. Ну, для Якутии у нас это Counter-Strike 1.6. И очень много игроков перевелись в новую версию Global Offensive. И в итоге... А сегодня? Сегодня... А сегодня вы достаточно крутой игрок? Да, если так? я сейчас могу сказать, что я являюсь одним из лучших игроков Дальнего Востока вообще, в принципе. О, вон оно что, да? Да, у него прям нереальнейшая реакция, но сейчас он у нас является тренером в нашей команде минус 72C по Counter-Strike Global Offensive. У нас есть новый состав. Какое-то время мы подписывали состав, они занимали 5-6 место у нас на Кубке России 2018 года. Там у нас из старого состава остался только один игрок, это Дмитрий Кириллин Ант. Вот. Он сейчас играет в новом составе. Сейчас Бороста, у него никнейм, вот как раз-таки Степан Бороста. сидит. Он тренирует наших ребят. Да, он реально сейчас является одним из лучших игроков на Дальнем Востоке, поэтому совершенно точно можно его спокойно слушать, все, что он говорит. Я сам начал вообще свою карьеру, может быть, какую-нибудь. Да, я, к сожалению, киберспортсменом сам не являюсь. Да, Вы не являетесь? Да, нет, я играю в игры компьютерные, да. Но и, не я играю в составе. доту. Типа, вот, играл очень долго. С 2008-2007 года примерно я начал свое увлечение. Просто в какой-то момент пошли в компьютерный клуб с ребятами, сели, поиграли. Классная какая-то игра, оказывается, есть. И я посвятил этой игре 13 лет своей жизни практически. Вот поэтому я могу с уверенностью сказать, что Dota 2 — это прекраснейшая игра, в которой можно просто нереальное количество времени проводить. Но, к сожалению, не получилось. Не получилось. Ну, не фартануло. И руки не те, и реакция не очень хороша. Ну и, в принципе, понимание от родителей, конечно. Но нет. зато вы хороший организатор. Да, как оказалось, я умею говорить на русском Да. языке, и, в принципе, Мы являюсь это комментатором. заметили, да, что вы очень хорошо владеете Он русским языком. и комментатор. Да, Отлично. Вот. Да, Да, я у вас понимание очень игры хороший, да, такой тембр голоса. А у меня вопрос возник. Девушек-то пускаете в свою команду? И вообще играют ли девушки в Якутии у нас именно в киберспорт? Да, у нас Есть сильные? играют девушки, но, кстати, можно заметить, наверное, что не во все дисциплины у нас большое количество девушек играет. Есть парочка игроков у нас в World of Tanks в клане минус 72C. Есть у нас парочка-тройка девушек по Dota 2, которые участвуют постоянно на турнирах, они там свои стримы какие-то заводят. И почему-то прям суперсильных в этих дисциплинах не находится, потому что, наверное, мало. На самом деле. Вот мы проводили, допустим, крупнейший турнир в истории, в республике, наверное, на 210 тысяч призовой фонд у нас был. И 1% всего лишь девушек был. Из 2500 участников на этом турнире 1% всего лишь девушек был, Ну, к главное, сожалению. что они есть. Да. Если бы их не было вообще, то вот это была бы очень грустная статистика. А девушки есть, но может... Девушки в основном нацелены на стриминг, а не на киберспорте, в принципе. Поэтому... так. Есть, да? конечно, парочка, на самом деле. Я даже вспомнил, есть такая дисциплина Overwatch. Там в топ-500 Европы входила девушка. Типа, она была в топ-350, топ-400, как я помню, типа. Так что у них есть тоже своя мотивация. Они могут спокойно Есть играть. перспективы, да. Да, просто не хватает как раз-таки, наверное, мотивации заниматься только киберспортом. Они думают о многом другом, так же, как и... Ребят, но киберспорт же включен в программу игр народов Севера. И вот что это дало для развития Есть. вообще на территории республики? Ведь это немаловажно, да?
Это нужно в первую очередь распространить, почти всем узнать об этом, потому что не все точно в курсе об этом всем. И тогда это даст, опять же, мотивацию. Это привлечет нужных спонсоров, нужные деньги как раз-таки. Не только в республике, да, в принципе, вы видели, вот International выиграли вот мировой турнир Team Spirit. Сам Владимир Владимирович поздравил их с победой. В аэропорту, в который они приехали, там «Встречайте героев» на огромном телевизоре написали это все. Это привлечет, звезды, да? это привлечет все, это звезды вот теперь у нас по-любому, которых будут приглашать куда только не попадя, и придут деньги в это все. Самое главное, да. и- На это можно заработать. Да, конечно, игры народов в первую очередь это спонсора, это то, что люди смогут. Надеюсь, новые звезды откроются у нас. Люди могут посвятить себя только киберспорту. Допустим, есть люди, которые постоянно играют только в одну игру. Они очень хороши в этом, но они сомневаются, вкладывать ли все свои силы туда. Потому что они могут все туда отдать, а в итоге выхлопа не будет. Да. Они будут сидеть с пустыми карманами, им Вот. будет не на что жить и есть. Степан, Александр, ну давайте мы сейчас немножечко обратимся к родителям, возможно, да, которые, ну, наверное, большинство родителей не очень приветствуют, когда их ребенок сидит часами у экранов, да, мониторов, либо в телефоне, в гаджетах, и ребенок старается объяснить, что это же спорт, я хочу стать спортсменом, я хочу зарабатывать те самые миллионы. Но родители упорно говорят, нет, это все ерунда, нельзя, нельзя, нельзя. Вот что можно посоветовать родителям? Не, ну я могу начать со своего примера, допустим, давай, да, а потом уже Хорошо, перейдем к этому, давайте. да. Я в свое время играл, увлекался, прям я часами, я не мог Да. оторваться, 24/7 практически, я играл только в одну игру. И мать этого не, ну, Dota 2 еще тогда не было, это Dota 1 началась, Warcraft 3. Вот. И мать этого не понимала совсем, Да. а я был молодой, я не умел хорошо объяснять, Да. я не мог показать, что у меня есть стремление, Каждое вот обновление я все читал, я все механики знал максимально хорошо. И сидел в компе, и все. Да, и все. И мне ничего интересно не было. Меня пытались в секции какие-то давать и так далее. Я все бросал. Я хотел сесть за компьютер и постоянно играть. Но я почему-то не мог объяснить своей маме, что вот оно, типа, у меня душа лежит к этому. Я очень хорош при том, типа, в ней. Я выше среднего игрока, это точно, типа, на тот момент было. Но мать этого не понимала. Она мне выключала интернет. Она говорила, перестань заниматься своими игрушками. Ну, как, ну, типичное советское Да, воспитание, да. типа, ты занимаешься полной чушью. Да. А сейчас время меняется. Спокойно дети садятся и говорят то, что я могу многое. То есть ваш совет, нужно это озвучивать, говорить с родителями Да. и рассказывать, что Да, это сейчас конечно. может стать и смыслом жизни, да? Да, но в то же время нужно отличать гейминг от киберспорта, потому что есть гейминг, когда ты играешь в одиночные игры, которые Без конца, ни, да. ни к чему не приводят. Ты просто играешь для удовольствия. И ты играешь для того, чтобы добиться высоких целей, достичь какой-то планки. Ты хочешь стать лучшим по этой дисциплине. И в этот пример можно поставить прекрасно, опять же, нашего игрока Дмитрия Кириллина, Анта. У него есть мать, которая Всячески поддерживает Вот его в игре. про Дмитрия может рассказать Степан. Итак, Советы ваши, Да. как можно? совет? Родителям, да, Сразу. вообще. Давайте Я бы на хотел примере. рассказать сначала про Дмитрия Кириллина, Давайте, нашего давайте, игрока. Мать Дмитрия очень сильно поддерживает его с самого начала его игры. можно Поверила в сказать, него, да, сразу? И сразу уже Дима душу вложил в эту игру и сразу начал уже показывать хорошую игру на якутском киберспортивной Площадке. площадке. И мать Димы отлично знает, даже лучше меня, наверное, знает, как играют сейчас на данный момент профессионалы мирового уровня. Она все смотрит, даже подсказывает своему сыну, как играть, что сделать в той или иной ситуации. Поэтому это, я бы Такой сказал, яркий пример, да? И не Отличный сказать, пример. что молодая же женщина прям, да, типа, ей уже, ну, есть возраст, ну, свой. И всё равно, да, и всё равно увлечённа. она прям увлечена, она лучше разбирается, чем Вот. многие матери сейчас, которые 30 лет, им вот по 20, они лучше Да, намного она- разбираются. Она лучше разбирается многих игроков. Да, просто самих обычных игроков. игроков. Я в да. кейсе вообще ноль, она просто все знает. Вот типа. такой есть пример, да, у Да. нас в якутском киберспорте. Мы передаем, кстати говоря, пользуясь случаем, привет этой мамочке, да. Вот она, любовь
матери к сыну, да? Куда сын, туда и она. Даже Да. выучила компьютерные игры и Ну, все. Дима сам сказал, что они просто сели, поговорили о том, что вот у него лежит душа к этому. А Он Яна очень сказала, «Я хорош с в этом». тобой. Да. И она Здорово. полностью отдалась этому. Ребят, ну что, мы желаем вам всего самого наилучшего. Дай бог, чтобы в скором времени якутские спортсмены также стали звездами мирового уровня. И я думаю, что именно вот, возможно, звезда нашего героя, да, скоро зажжется на мировом небосклоне. Мы ждем от вас результатов, конечно, и всего вам самого наилучшего. База 1, минус 72С. Запомните это все, пожалуйста. Особенно спонсора, потому что они нам нужны. В киберспорт нужно вкладываться прямо сейчас. Это становление киберспорта. В то же время, как начал футбол в 60-е, 50-е годы, сейчас 10 лет прошло всего лишь. Молодой киберспорт, он может также развиться. И, может быть, в будущем у нас 5 миллионеров будут сидеть и играть в компьютерные игры. Все, мы очень четко понимаем, зачем пришел к нам Александр на эфир сегодняшний утренний. Да, спасибо вам большое, ребят. Ну и, конечно, хорошего вам дня. Спасибо. Жизнь после ковида. Даже если вы побороли болезнь, специалисты рекомендуют продолжить следить за вашим здоровьем. Многим необходима длительная реабилитация. Причем даже если вы перенесли коронавирус в легкой форме. Почему отрицательный ПЦР-тест не значит финал борьбы с ковидом и как грамотно выстроить лечение даже после выздоровления, расскажет нам наш корреспондент Максим Кардозов. Ковид уже прочно вошел в нашу жизнь. Мы не удивляемся новым рекордам по заболеваемости. Уже не обращаем внимания на лица в масках, тихо радуемся за выздоравливающих и пытаемся скорее забыть о болезни, как только она отступает. Но эксперты уверены, забывать не стоит. Отрицательный ПЦР-тест еще не означает, что вы полностью здоровы. Многим необходима постковидная реабилитация. Врач сказал, что нужна реабилитация, потому что эта болезнь, она как бы старые заболевания выявляются. У меня, например, старые травмы, проснулись. Мы знаем, что ковид влияет на многие функции и системы организма, практически на все. И именно направляется в ту область, где у человека хронические заболевания, значит, он наиболее подвержен обострениям заболеваний. И вот именно туда идет этот ковид и обостряет это все. Следующей особенностью, конечно, можем отметить, что довольно часто поражается центральная нервная система у пациентов, переболевших ковидом, что проявляется в ухудшении памяти, рассеянности, повышенной утомляемости. В настоящее время исследования, как западных, так и ученых с Востока, показывают, что приблизительно в 95-100% случаев поражается и нервная система у пациентов ковидом. Поэтому своевременное лечение помогает и улучшает прогноз и этих пациентов. В подмосковном санатории Бесчагда подготовили целую программу по реабилитации переболевших коронавирусом. И сюда уже приезжают якутяне именно для того, чтобы поправить здоровье после ковида. Мы наслышаны про Бесчагду, но в последнее время вот эта пандемия началась, начали постковидную реабилитацию проводить, и мы услышали, что Бесчагду тоже проводит такую реабилитацию, и мы решили семьей с моим отцом и с супругой приехать сюда, чтобы пройти эту реабилитацию. Мы предлагаем новую процедуру – внутривенное лазерное облучение крови. Эта процедура оказывает прекрасное воздействие на сосуды всего организма человека, повышает иммунитет, повышает стрессоустойчивость организма и, самое главное, улучшает кислородно-транспортную функцию нашего организма, что очень важно после перенесенного ковида. Я в декабре месяце заболела ковидом и находилась там в городе больница. Но лечились, очень хорошо лечили. Но здесь уже, как говорится, мы приехали уже 5-й день. Нам назначили процедуры. Но что мне понравилось? Мне понравилась ванна Кемпингдайской соли, потому что я сама из Сунтара, часто бывала в Кемпингдае и лечилась в озере Кемпингдай. Раз, два. Раз, два.
Помогает укреплять здоровье и физиотерапия. А каждое утро у постояльцев санатория начинается с занятий на улице. Аграфена Андросова приехала вместе с подругами из Хангаласского улуса. Вот уже 10 дней она живет по особому расписанию. В 7 начинается скандинавская ходьба. Здесь есть специальный участок, оказывается, длиной 1,5 километра. Ну, вначале мы начинали ходить по малому кругу, ну, затем вот перешли на большой круг. И по окончанию вот прохождения данного круга уже проходят физкультурные занятия. В общем, нам всем нравится, и мы каждое утро, ну, можно сказать, с нетерпением приходим вот и на ходьбу, и на спортивную зарядку. Дело в том, что основным упором, на что мы делаем, это 2 занятия. Это скандинавская ходьба и, собственно, дыхательная гимнастика. Дыхательная гимнастика подходит больше для тех, кто переболел с большим влиянием на организм и тяжело освоить сразу скандинавскую ходьбу, потому что нагрузка в ходьбе большая. А дыхательные упражнения, этот комплекс мы уже проводим его на протяжении 7 лет в санатории, то есть у нас опыт богатый. Особенности этого комплекса в том, что подключается работа верхнего плечевого пояса, что позволяет делать небольшой массаж легких. А природа, которая у нас здесь находится, то есть сосновый лес, позволяет дышать увлажненным, чистым воздухом, что возвращает человеку запахи. Лечение помогло, уже дышится свободно, и заряд энергии появился. Санаторий Бещик, да, это чудесное место, где сосновый бор, и легко дышится. Здесь работают высококвалифицированные специалисты, медперсонал профессиональный. Все есть необходимое для лечения и поддержания здоровья. На реабилитацию в санатории принимают людей, которые переболели ковидом, а также тех, кто привит. Причем врачи советуют вакцинироваться и тем, у кого были обнаружены антитела. После перенесенного ковида, если прошло более 6 месяцев от заболевания, обязательно нужно привиться, избежать повторного заражения. Существует довольно большое количество штаммов, и своевременное предохранение от других видов, конечно, могло бы помочь. Исследования как наших ученых, так и за рубежом показывают, что в случае, даже если вакцинированный больной заболел, это заметно облегчает течение заболевания и очень на несколько порядков снижает летальность. Также врачи продолжают рекомендовать не пренебрегать мерами индивидуальной защиты, не забывать про физическую активность и при недомоганиях обращаться к специалистам. Максим Кардозо, Джур Березкин, Московская область. Мы продолжаем наш утренний эфир и напоминаем вам о том, что мы работаем в прямом эфире. И у нас есть очень активные телезрители, которые, пользуясь случаем, решили поздравить своих близких. Позвольте мне зачитать. Доброе утро. Хочу поздравить своего супруга Владислава Платонова с днем рождения. Здоровья, удачи во всем. Любим и понимаем, жена и дочери. Спасибо большое вам за прекрасное сообщение. Ну, действительно, очень приятно так видеть, что телезрители пользуются таким уникальным шансом поздравить своих близких. Вы тоже можете это сделать. Вы видите номер телефона прямо сейчас на экране. У нас еще есть время в прямом эфире. Успевайте. А мы движемся далее. Портал госуслуги расширяет свою деятельность. Теперь якутяне с ограниченными возможностями смогут через него подать заявление на получение технических средств реабилитации. Подробнее об этом и других новостях расскажет Сергей Михедов. Доброе утро, Якутия. Далее небольшой блок новостей. Якутяне с инвалидностью теперь могут подать полный пакет документов на получение технических средств реабилитации и других мер поддержки через портал госуслуг. Сканы всех документов можно прикрепить к заявлению и в электронном виде отправить в органы соцзащиты. После рассмотрения заявки в личный кабинет придет направление на получение нужного средства реабилитации. Таким способом можно будет получить, например, слуховые аппараты, кресла-коляски, синтезаторы речи, протезы, взять в помощь собаку-проводника и компенсировать расходы на содержание и ветеринарное обслуживание. При запросе компенсации расходов деньги автоматически поступят на счет, указанный в заявлении. Одной из государственных услуг является обеспечение граждан льготной категории согласно индивидуальных программ реабилитации и реабилитации, разработанных в Бюро медико-социальной экспертизы по месту жительства с внесенными рекомендациями на технические средства реабилитации и протезно-ортопедические изделия. При подаче заявлений правительство упростило порядок получения услуг, в
технических средствах реабилитации для граждан с инвалидностью. Граждане с инвалидностью теперь могут подавать полный пакет документов на получение технических средств реабилитации и других мер поддержки через портал государственных услуг. В Центре предиктивной медицины Республиканской клинической больницы номер 3 можно пройти генетическое исследование. На базе центра работает первый в регионе липидный кабинет. Основная цель такого кабинета – это выявление и учет пациентов с наследственными нарушениями обмена веществ. Кроме того, специалисты оценивают эффективность лечения и проводят динамическое наблюдение. В предиктивном центре также запущен республиканский регистр пациентов, предрасположенных к высокому риску сердечно-сосудистых заболеваний. По словам медиков, очень высокий уровень холестерина передается по крови. И приблизительно 1 из 250 человек в мире имеет генетическое повреждение. Фармакогенетическое исследование – это определение генетических особенностей, которые влияют на тактику лечения, риск нежелательных побочных реакций. Да? Это особенно актуально для пациентов, которым необходим длительный прием препаратов, например, антикоагулянтов, статинов. Да? Например, антикоагулянты назначаются после инфаркта миокарда, да? При ковиде. Да? И мы рассчитываем индивидуальный риск кровотечений, безопасность и эффективность лечения. В целях предупреждения и профилактики заразных и массовых незаразных болезней ветеринары Хангаласского района проводят комплекс диагностических исследований. Профилактическая работа охватывает все формы хозяйств, которые держат крупный рогатый скот и других домашних животных. Ветеринары и фельдшеры проводят отбор сыворотки крови для диагностических исследований, вакцинацию против болезней. Такие мероприятия проводят 2 раза в год до начала зимовки и весной перед выходом скота на пастбище. В ходе осенних мероприятий проводится аллергическое исследование крупного рогатого скота на туберкулез, серологическое исследование на бруцеллез и лейкоз, обработки против паразитарных болезней, а также витаминизация сельскохозяйственных животных. Основная задача противоэпизоотической работы сводится к созданию стойкого благополучия по инфекционным болезням животных с целью недопущения заболевания и падежа скота, обеспечения планового развития животноводства и повышения его продуктивности, а также защита населения от зоонтропонозов. К этому часу это все новости. Всего доброго и удачного дня. Спасибо большое, Сергей. А мы продолжаем серию сюжетов, посвященных селу Табага. История создания села начинается с 1743 года, когда впервые появилась первая станция Якутско-почтового тракта. Уникальную историю создания Табаги бережно охранят старожилы, энтузиасты, краеведы этого уникального села. О том, как потомки государевых ямщиков берегут память и какой уникальный экспонат хранится в музее, в сюжете Ирины Григорьевой. В Табаге ямская служба уже давно стала историей. Именно здесь, в этих краях, более 2,5 веков несли свою службу государевы ямщики. В Табаге с особой теплотой вспоминают своих отцов и дедов за их добрые дела. Ведь главное для потомков – сохранить историю. 87-летняя Виктория Николаевна перелистывает историю своей семьи. Она коренная жительница Табаги, потомок государевых ямщиков. Дедушка Николай Соколов был сильным рекрутом с Костромской области. Кличка была Солдат, и род Соколовых этой ветки – солдатовские. Дед был у нас такой рыжебородый, высокий. Он был исключительно добрый человек. Раньше, в царское время, служили в армии 25 лет рекруты. И вместо службы в армии их направили, с Костромы направили в Якутию, как землепашцев, чтобы они осваивали земли здесь. И таких душевных историй в Табаге несколько поколений. Ведь история каждой семьи – это история создания ямщицкой гоньбы в Якутии. Семьи ямщиков начали заселять левобережье реки Лена от Иркутской области до города Якутска. Табага, как ямщицкая станция, появилась одной из первых в 1743 году. Ямщики на лошадях перевозили почту, провизию и возили чиновников. Соколовы, Лобановы, Шепелевы.
Козловы, Колосовы и Киринские. Табагинцы собирают свои воспоминания по крупицам в переплеты, а семейные реликвии передают в музей. Звук валдайского колокольчика когда-то очень давным-давно он раздавался вот, ну, как бы в наших якутских степях. Прямо с этим звоном вот мы входим в историю. Да. Здесь более 200 экспонатов, которые бережно по крупицам собирали сами жители села Табаги с 1958 года. Светлана Ивановна признается, музей бесхозный, и в нем всего 2 работника. Но музею есть чем гордиться. Уникальность этого столба в том, что ему уже 200 с лишним лет, и он был до наполеоновского периода. То есть, если мы знаем, что верстовые столбы вот, ну, в таком знакомом полосатом бело-черном варианте, это уже столбы 1857 года. А вот эти, они еще как бы не разлинованные и выполнены из лиственницы. Все предметы в музее – подлинные экспонаты. Они живые. Интерес к своей истории у табагинцев начал возрождаться в 60-х годах благодаря библиотекарю-краеведу Светлане Соколовой. Все началось со сбора воспоминаний к 20-летию Великой Победы. Позже в сельском клубе в 1972 году сделали пристрой, и для музея была выделена небольшая комната. Жители стали собирать вещи – кухонную утварь, инструменты для сельхозработ и для землепашества и другие экспонаты. Так мечта превратилась в дело потомков. Люди стараются сохранить память, вспомнить вот своих потомков и оставить это своим детям и внукам. То есть большая работа проводится вот по генеалогическому древу. То есть вот здесь собираются материалы вот по ветеранам. Ну, семьи, земляки вот приезжают с других регионов, и они находят здесь материалы о своих предках. Вы не вейтесь, черные тучи над моею больной головой. Почему-то эту песню все время пели перед войной. 87-летняя Виктория Николаевна признается, вся ее жизнь связана только с родной Табагой. Здесь она родилась, училась в местной школе. Сюда вернулась после окончания лесного техникума. Жили с семьей в Жиганске и в Краснодарском крае, но душа всегда тянулась в Табагу. И с 1963 года она живет здесь. Старожил бережно хранит воспоминания и передает огромное наследие уже своим потомкам. Что у вас осталось от предков, от потомков? Прежде всего, у нас осталось от потомков любовь к Табаге. Ирина Григорьева, Григорий Николаев, село Табага. Спасибо большое Ирине за прекрасные сюжеты о селе Табага. Действительно, это целая, знаете, серия. У нас еще впереди есть интересные факты об этом замечательном населенном пункте. Ну а жителям села Табага передаем пламенный привет. Движемся далее. У нас есть сообщение от наших телезрителей. Поздравляем доченьку Ермолаеву Диану с днем рождения. Желаем крепкого здоровья, успехов в работе, счастья, любви и благополучия. Присоединяемся к поздравлениям. И еще одно сообщение. Семью Ивановых поздравляем с приобретением новой квартиры. Мы желаем вам тепла и уюта. Семья Петровых. Вот такое тоже знаменательное событие произошло в одной из семей. Ну что, дорогие друзья, сейчас нам нужно будет с вами прерваться на небольшую паузу. После этого мы вернемся, и у нас будут интересные гости. Это победители чемпионата Дальнего Востока по бодибилдингу. И мы вновь в прямом эфире. Вы смотрите «Утро Якутии» на телеканале «Якутия-24» и НВК «Саха». Во Владивостоке завершился чемпионат Дальнего Востока по бодибилдингу. Участие в нем приняли сильнейшие спортсмены со всей страны, в том числе и с нашей любимой Якутии. Тренер Мария Тастыгина вывезла на чемпионат своих подопечных. И Айталина Яковлева стала серебряной медалисткой чемпионата в абсолютном первенстве в категории фитнес-модели. Сегодня эти красавицы у нас в студии. Доброе утро, девушки. Доброе утро. Поздравляем, конечно же, вас с удачным выступлением. Как долго вы готовились? Это, наверное, вопрос к Марии будет, да? И вообще, почему вдруг решили принять участие в подобных соревнованиях? Был ли до этого у вас опыт? Да, опыт у меня был, да, довольно-таки, ну, это 4-я сушка, можно так сказать, 4-й выход на сцену, а подготовка Айталины у нас заняла 9 месяцев. Всего лишь? Да, да. Это считается же короткие сроки, да? Или все-таки для подготовки в подобных соревнованиях этого достаточно?
Ну, я так скажу, что для фитнес-моделей, да, можно за 9 месяцев. Айталина доказала, можно подготовиться, да. Айталин, ну тогда уже следующий вопрос к вам. А почему вдруг, для чего вдруг и как вы вообще пришли к подобным соревнованиям? Ну, во-первых, доказать себе, что я могу. Я набрала в пандемию очень много лишнего. И вот пришла к Марии, попросилась. И стали заниматься? Да, я начала заниматься. Я сама работаю тренером, но как бы немножко набрала лишнего. Вот. И решила доказать самой себе, во-первых, то, что я смогу. Я это сделала. А это был ваш первый опыт? Это был мой первый опыт. И вот так вот триумфальный, да, такой выход. Хорошо, а вот здесь возникает вопрос, ну, любая девушка, наверное, всегда переживает перед выходом на сцену, да, перед выходом в эфир, перед выходом, допустим, знаете, на какое-нибудь, на то же совещание, да, это всегда тяжело. А здесь ты показываешь свое тело. Как вы справляетесь с тем самым волнением? Никак. Никак? Всегда присутствует? Просто вышла, выступила, показала себя. Вот, волновалась очень сильно, конечно, и ножки тряслись. И, в общем, ну, очень сильно волновалась. Мария, а сколько было всего участниц и какова была конкуренция? Насколько сильна она была? Так, в категории фитнес-модели их было 8. 8 же, да? Да. Да, девушек было 8. Конкуренция, конечно же, достойная. Мы очень сильно переживали, потому что выход Айталины впервые на сцену, да, и совладать, конечно же, вот, как вы говорите, с волнением очень-очень-очень тяжело. Да, но мы подготовку начали буквально за 6 месяцев. Она у меня ходила 2 раза в неделю, по-моему, да? Мы постоянно ходили на каблуках. Позин ставила Лариса Достыгина, тоже чемпионка наша. Вот, и получилось, звезды сложились. Вот мы сейчас видим кадры выступления участниц. Это очень красиво, это очень эффектно и, конечно, это тяжело. А здесь мы видим кадры ваших тренировок. Вот давайте озвучим, сколько раз нужно, как минимум, сколько раз ходить в тренажерный зал в неделю, чтобы достичь вот таких вот эффектов, как у нашей Айталины? Минимум 3 раза в неделю. Вот, но на подготовке я ходила 4 раза в неделю на силовые и все остальные дни кардио. Вот так, то есть всю неделю? Практически 6 раз в неделю и 1 выходной. Ну, мы видим результат, да? Результат этой кропотливой работы. Ну, а вообще, Мария, вот насколько сильны наши спортсменки, да, как их узнают ли нас уже, да? Видят ли, говорят же, что вот она с Якутии, надо ее опасаться уже. То есть у нас же есть такие яркие звездочки. Ну, да, у нас есть очень-очень-очень хорошие одаренные девочки. Просто вот нужно, мне кажется, из сезона в сезон готовиться и заявлять уже о себе. Чтобы нас узнавали, чтобы нас боялись, может быть. Хорошо. Мария, вы выступали сами в фитнес-бикини, да? И вот Айталина у нас фитнес-модели. Для телезрителей, которые не знакомы с этими категориями, в чем разница? Фитнес-бикини – это более проработанные мышцы, да? Более жесткие проработанные мышцы. А фитнес-модель – это статуэточка, это эталон красоты. Здесь оценивается все, вплоть образ, волосы, подача, позин, прогиб, проходка. Ну вот купальник. У них 2 выхода – в купальнике и в платье. Поэтому тут, да, в целом образ оценивается. А скажите, пожалуйста, у вас остается это, вот Айталина, эта походка в повседневной жизни? Потому что, ну, действительно, если посмотреть эти кадры, ну, там настолько все четко отработано, да, что мне кажется, вот, а потом ты вот из дома утром тоже выходишь, вот, как, вся в такой же выгнутой спинкой, или все-таки это рабочий момент? Нет, это рабочие моменты исключительно. То есть в обычной жизни я не хожу с таким прогибом. Да, потому что держать в статике мышцы и прогиб в спине – это очень-очень сложно. Конечно, смотрится красиво, да? Но вот эти минуты, 2, они настолько изматывают на самом деле, да? Пот льется ручьем, можно так сказать, да. А на следующий день девочки вообще лежали там с болями в спине, пояснице. Не смотрите, дорогие телезрители, что это так легко, вот вышла, прошлась и обратно. На самом деле они потом от этого еще долго отходят, да? Мария, но вы сами в спорт, ну, вас
на территории республики вас знают многие, особенно девушки. Вы такой, знаете, эталон красоты для многих и стимул к тому, что пора вставать с дивана и идти в спортзал. Расскажите свою историю, ведь вы пришли именно в фитнес-зал относительно недавно, да, и почему вдруг вы решили изменить свою жизнь, и это стало смыслом вашей жизни? Ну, я не скажу, что недавно, да, я в спорте уже, можно сказать, давно. В спорт меня привели мои 110 килограмм. Вот. То есть я потеряла, да, 45 килограмм. Первый раз я выходила, решилась на сцену выйти только для того, чтобы доказать, что большие девушки тоже могут похудеть и выйти на сцену в бикини, да, наравне с нерожавшими, может быть, молодыми девушками. Почему нет? Вот. А потом все уже засосало, да, уже пошли подписки, уже своя, не знаю, армия, может быть, даже поклонниц, да, почитателей. Вот. Поэтому вот работаем до сих пор, да. То есть и это было в каком году, когда вы были 110 килограмм? Ой, сейчас я не вспомню. Давно. Да, как будто давно и неправда. Как будто я всегда была спортсменкой, подтянутой. А скажите, а сколько у вас детей? Потому что многие думают, наверное, что она, наверное, не рожавшая, сидит и худеет, сидит в спортзале, и как бы Нет, у меня поэтому двое что в детей, этом-то? да, Двое детей. Да, возможно, я уже стану бабушкой, старшей 23, мне 43. Вот она. 43 года. Да. И не скрываете свой возраст. Нет. Айдалин, но мы знаем вашу историю, что еще год назад вы были на 20 килограмм больше. Почти. Год назад Почти вы на 20 за год килограмм. потеряли почти 20 килограмм. Да, Такое реально, да? реально, конечно. А у вас набор веса, это было ваше, знаете, как неправильное питание или все-таки как Да, это, ну физическая расслабленность такая? Случилась пандемия, я расслабилась, тренировки убрала и полностью из своей жизни. На 1,5 года где-то я не тренировалась вообще. А ваш Спорт максимальный убрала. вес был какой? 65. 65. При росте? 158, 159. У нас с вами одинаковый рост, 158-159, и я, честно, сложно представляю, что была я 60 сколько? 65. 65 килограмм. А сегодня, тоже не видите, серебряный призер Дальнего Востока. Все реально. Девушки, у нас совсем немного времени уже остается. Возможно, ваши пожелания нашим телезрителям вот на камеру, которая сейчас перед вами. Не теряйте время. Идите в спортзал. Да. А лучше возьмите себе персонального тренера. Это будет самым верным вашим решением. Полностью поддерживаю. Девушки, не теряйте веру в себя, мечтайте, работайте и преображайтесь. И ближайшие планы, девушки, где мы вновь увидим якутских красавиц? Увидим. Да, Увидим. ближайшие планы – это весна. Чемпионат, да. Ну все, мы вам желаем, конечно же, успехов. Весной ждем вас с новыми вот такими трофеями, да. И, конечно, красота, девушки, я уверена, спасет мир. Спасибо вам. Ну а у нас следующая рубрика «Любимая мной. Пусть мама придет». Сегодня мы расскажем историю о маленьком мальчике. Его зовут Даниил. Знакомьтесь, Данил. Этот замечательный мальчик находится в одном из государственных учреждений для детей, оставшихся без попечения родителей. Данилке 3 года и 3 месяца. Да, он у нас очень активный мальчик, ага. Любит петь песенки. Ага. Да, да, это дедушка-бабушка, да? Ага, он у нас самостоятельно одевается, обувается, кушает. Активная речь быстро у него развивается. Ага. Да, это кто у нас? Кто это у нас? Корова, вот правильно, корова. Он очень любит активные игры, подвижные игры, да. Ага. Везде принимает участие. Любит машинки катать, ага. С детьми ладит очень хорошо. Да. Это кто у нас? Барашек. Правильно, барашек. А. Молодец. Ага. Несмотря на определенные проблемы со здоровьем, Данил шустрый и смышленый мальчик. Он любит
проводит занятия в сенсорной комнате, трогая и изучая все предметы и развивающие игрушки. Все, за что не берется Данил, доделывает до конца и при этом всегда складывает игрушки на место. Данил, как и все дети, любит подвижные игры, неплохо справляясь со спортивными снарядами, проявляя при этом интерес и азарт. Мы очень надеемся, что Данил обретет семью. На этом наш утренний эфир подходит к концу. Мы не прощаемся, мы говорим вам до новых встреч. Завтра в это же время на телеканале Якутия-24 и НВК Саха я жду вас. Включайте свои экраны телевизора в 7:00, и мы вновь проведем интересный час в эфире. Увидимся, до новых встреч.